Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире передача про футбол. Передача, благодаря которой вы будете в курсе всех главных и интересных событий в жизни якутского футбола. В сегодняшнем выпуске вас ждет обзор двух домашних игр футбольного клуба «Якутия», а также обзор матча за третье место розыгрыша плей-офф Высшей лиги России по мини-футболу. Ну и напоследок мы рассмотрим турнир среди любительских команд, посвященный Дню Великой Победы. 3 мая на стадионе Туймада состоялся первый домашний матч третьего круга первенства России по футболу второго дивизиона «Зоны Восток». В рамках 23-го тура футбольный клуб «Якутия» принимал футбольный клуб «Амур-2010» город Благовещенск. На этот момент коллектив Сергея Шишкина располагался на 5-м месте, а гости занимали 4-ю строку турнирной таблицы. Встречу обслуживал арбитр из Новосибирска Артем Петренко. Изголодавшиеся по большому футболу якутские болельщики, которых, кстати, было немало, стали свидетелями настоящей битвы с множеством борьбы, эмоций и, конечно же, забитых мячей. Счет встречи открыли гости. Подача с углового после срезки доходит до полузащитника гостей Ибрагима Базаева, который хладнокровно расстреливает ворота Музыки. 0-1 на 9-й минуте игры Амур выходит вперед. После пропущенного мяча игра оживилась, но до взятия ворот дело не доходило, пока на 36-й минуте контрвыпад нашей команды не привел к назначению пенальти. Прострел Николая Шабонина доходит до Кирилла Кулешова, удар которого игрок Амура блокирует рукой. Петренко уверенно показывает на точку, а Кулешов не промахнулся. 1-1 Якутия сравнивает счет. Чуть позже подопечным Сергея Шишкина снова удается забить, но наш игрок в этом эпизоде играл рукой. Петренко это хорошо видел и взятие ворот отменил. Равновесие в счете держалось недолго. Под самый занавес первой половины игры Амур снова выходит вперед. Комбинационная атака доводит мяч до края штрафной, откуда игрок гостей наносит удар. Музыка справляется, но на добивание расторопно играет Александр Яшан. 1-2 гости забивает гол в раздевалку. Второй тайм был полон борьбы, но по-настоящему опасные моменты возникали редко. На 64-й минуте встречи гости из Благовещенска укрепляют свое преимущество. Получив мяч на краю штрафной, Роман Куклин убирает защитника и обводящим ударом кладет мяч в дальний угол. 1-3. Спустя 10 минут атака якутян по правому флангу доводит мяч до Николая Шабонина, который плотным ударом расстреливает ближний угол. 2-3 на 74-й минуте Якутия сокращает отставание. Оставшееся время якутяне провели в атаках, но оборонительная линия гостей действовала внимательно. Отличная возможность для взятия ворот представилась на последних минутах матча, но в этом эпизоде Кириллу Кулешову не хватает малого, чтобы дотянуться до мяча. Гостям удается сохранить преимущество. Финальный счет 2-3. Домашнее поражение Якутии в 23-м туре, которое смещает нашу команду на 7-ю строку турнирной таблицы. Команда Якутск, в общем-то, сложный соперник, потому что и дома мы не могли ее обыграть, и здесь проиграли, в общем-то, настраивались дать реванш, взять реванш. Но в сложной борьбе нам это удалось. Игра была, конечно, сложная, потому что и погодные условия, и ветер, и команда Якутии нагнетала нам последние минуты, использовала длинные забросы, борьбу навязали, поэтому у нас, в общем-то, последние минуты были определенные сложности в игре в обороне. Задача выигрывать, пока у нас получается. Ну и как бы никто не снимал у нас, президент озвучил задачу занять 3-е место, пока пытаемся цепляться за эту задачу. 6 мая на стадионе Туймада состоялся матч 24-го тура первенства России по футболу второго дивизиона «Зоны Восток». Футбольный клуб «Якутия» принимал Читу из одноименного города. Ранее команды встречались 8 раз. В 6 играх победу праздновали читинцы. 1 раз команды сыграли в ничью. И только 1 победа на счету нашей команды. Что говорит о том, что в этом туре к нам прилетел оппонент крайне серьезный и неудобный. Игра для якутян началась крайне неудачно. На 10-й минуте игры полузащитник гостей Леонид Зуев открывает счет со стандартного положения. Удар у 23-го номера Читы получился не самым опасным, но, к сожалению, в этом эпизоде вратарь Якутии Алексей Городовой оказался бессилен. 0-1.
После пропущенного мяча Якутия ободрилась, и на протяжении всего первого тайма собравшиеся зрители стали свидетелями обоюдоострой и равной игры. Но под занавес первой 45-минутки забить снова удалось читинцам. На 43-й минуте Евгений Бастов оказывается на убойной позиции, с которой полузащитник Читы плотно пробивает в ближний угол. 0-2. Чита забивает гол в раздевалку. Вторая половина игры также начинается с быстрого пропущенного мяча. Нападающий гостей Вячеслав Кириллов, получив мяч, ударами за пределы штрафной застает врасплох всю оборонительную линию якутян. После этого рулевой Якутии Сергей Шишкин решается на четверную замену, и в скором времени данное решение приносит свои плоды. Вышедший со скамейки запасных Михаил Немцов плотным ударом с лета распечатывает ворота гостей. 59-я минута, 1-3. Чуть позже еще один вышедший на замену игрок подтверждает правильность решения главного тренера якутян. Заменивший Алексея Городового Кирилл Музыка отражает 11-метровый удар. В оставшееся время команды не забивали. Финальный счет 1-3, Якутия терпит второе домашнее поражение подряд. У нас задача сейчас попасть в призовую тройку как можно выше, может за второе место даже побороться, потому что за первое я уже считаю, что, наверное, тяжело. Кстати, как Сахалин сыграл? Ну, уже тяжело будет за первое место бороться, нереально, можно так сказать, а за второе поборемся. Ну, в любом случае, чемпионат доигрывать будем. Все-таки еще 4 игры. Пусть сейчас ситуация у нас не самая, скажем так, лучшая для того, чтобы подниматься высоко. Но хотя бы зацепиться за Сахалин, там, я не знаю, за Комсомольск на Амуре. Может, там прорвет в конце концов. И в обороне, может, сыграем понадежнее. Естественно, что из-за болельщиков, и в первую очередь, ну, они каждый сам из себя должны показывать себя, что у них есть характер, что они могут. Ведь показывали же футбол сумасшедший в прошлом, скажем так, до перерыва. Как бы там не складывалась наша турнирная ситуация, но в домашних матчах все-таки я думаю, что мы еще покажем себя. 10 мая во Дворце спорта 50 лет Победы состоялся матч за третье место плей-офф высшей лиги, в котором наша «Заря» принимала мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса», город Мирный. К этому матчу гости подошли с преимуществом в 1 мяч. Первая встреча в городе Мирный завершилась победой «Алмаза» со счетом 6-5. Игра в Якутске получилась крайне зрелищной и результативной. Зрители, которые заполнили трибуны Дворца спорта, стали свидетелями настоящей битвы с обилием опасных моментов, борьбы, эмоций и, конечно же, голов. Мирнинцы начали встречу очень резво, обеспечив себе преимущество в 3 мяча. 2 автогола были записаны на Харченко и Величко, и гол-красавец забил Алексей Костенко. Но это нисколько не сбило настрой подопечных Олега Марченко, которые, подрев трибун Дворца спорта, ринулись отыгрываться. На 17-й минуте Величко, разобравшись с защитниками, расстреливает ворота гостей 1-3. Чуть позже Дмитрий Пасаженников, замкнув прострел, забивает второй мяч «Зари» 2-3. Буквально на следующей атаке Антон Кузов плотным ударом сравнивает счет 3-3. На 21-й минуте Алексей Ляхов изящным касанием снова выводит «Алмаз» вперед 3-4. Во втором периоде за 6-й фол в ворота мирнинцев назначается 6-метровый, который уверенно реализовывает Величко 4-4. При равном счете команды продолжили обмениваться атаками, одна из которых завершилась взятием ворот мирнинцев. Дубль оформляет Дмитрий Пасаженников 5-4. На 39-й минуте после прострела с углового мяч вколачивает Николай Лупашкин 5-5. Через пару минут гости выходят вперед благодаря удачно выполненному штрафному Сергея Мирошниченко 5-6. А на 44-й минуте гости закрепляют преимущество Константин Левин 5-7. Под конец встречи «Заря» совершает 6-й фол. С точки забивает все тот же Левин 5-8. Играя в 5 полевых, благодаря расторопности Мелконяна, «Заре» удается отхватать 1 мяч, но этого оказалось недостаточно. 6-8 «Алмаз Алроса» побеждает и в Якутске. Соответственно, мирнинцы завершают первенство на 3-м месте, а «Заря» на 4-м.
11 мая на стадионе Туймада завершился ежегодный турнир по большому футболу, посвященному Дню Великой Победы. Участие на данном соревновании принимали команды и коллективы физической культуры, клубов, предприятий и учебных заведений города Якутск и близлежащих районов республики. По словам организаторов, число участников данного состязания из года в год динамично увеличивается. В городе Якутске это, наверное, самый популярный вид спорта, во-первых, да. У нас в зимнем мини-футболе проходили соревнования по 4 группам. Участвовало 73 команды. В чемпионате 73 команды. Сейчас большой футбол, вот как у нас мини-футбол, большой футбол. В чемпионате города где-то будет 25-28 команд участвуют. Для такого города с населением 300 тысяч это очень много команд. На протяжении 10 дней команды боролись за право биться в финальном матче. По итогам всех проведенных игр этого права добились команды «Союз Авто» и «Барс». В напряженной борьбе победу со счетом 2-0 одержал более опытный коллектив команды «Союз Авто». Соответственно, турнир на 2-м месте завершает команда «Барс». А тройку призеров замыкает «Коммунальщик», который в матче за 3-е место одержал победу над молодежным составом «Ирбиса» со счетом 2-0. А на этом у нас все. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока. Дорогие жители и гости столицы, с 15 по 25 мая будет проходить декада оздоровительного бега и ходьбы Республики Саха-Якутия, в рамках которой вас ждут спортивно-оздоровительные мероприятия по месту жительства. 25 мая в 10:30 на стадионе «Юность» будет дан старт массовому забегу до стадиона Туймада, где будут проводиться мастер-классы по воркауту, паркуру, уличным танцам, фитнес-аэробике и скандинавской ходьбе. Также на финише забега будут раздаваться купоны на разовое занятие в спортивных объектах города. Телефоны для справок 34 1708 733 566. «30 мая в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится открытый республиканский турнир по вольной борьбе на призы главы городского округа город Якутск. В соревновании помимо якутских спортсменов участие примут борцы из Молдовы, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Монголии. Программа соревнований: 10:00 предварительные схватки, 12:00 торжественное открытие турнира, 15:00 финальные встречи и награждения. Вход свободный. Справки по телефону 34 1005.